звучат как пожелание всем нам письма академика Лосева к своей жене. Они написаны в лагере для репрессированных. За год до ареста супруги приняли монашеский постриг. Для мира они были мужем и женой, а перед Богом они были выше мира. Родная, вечная, незабываемая сестра и мать, жена и невеста. Благословляю день и час, когда я увидел впервые Твой ясный и светлый лик. И среди всех испытаний и страданий Ты единственная поддержка и опора, постоянная надежда и упование. Даже если предстоит умереть в разлуке, то все-таки можно сказать, что недаром мы жили с Тобой на свете, что мы узнали таинство любви и мира, которое неведомо людям и не имеет названия на человеческом языке. Воспоминаниями о Тебе и надеждой на свидание живу и здравствую, странствую с одного места на другое, и пока выношу все невзгоды трудного пути. Родная, каждую минуту вспоминаю и мою жизнь с Тобою, и образ Твой звучит в душе, как благостная и светлая молитва. Сколько надо рассказать? Чувствую, что только Тебе я мог бы действительно поисповедаться, так как никто так не поймет и никто так не поможет. Ради Господа только береги свое здоровье и знай, что оно еще пригодится нам в будущем. Береги нервы. Старайся на злобу отвечать любовью и лаской. Как я еще раз в этом убедился, это самая выгодная для нас позиция и прежде всего выгодная для физического здоровья. Радость моя вечно с Тобою, и никакие силы не разрушат нашего чудного общения, в каковом мы сейчас пребываем, не видя друг друга. Никому этого не понять, и ни с каким человеком не хочется подражать этому умному и живому морю любви в общении и даже в разговоре. Все ведь освящено памятью о Тебе, и все делается ради будущей встречи и жизни с Тобою. Вечная, тихая, родная. Христос посреди нас. И как ответ еще два стихотворения двух надежд. Здравствуй, любимый, здравствуй. Я улыбаюсь в юге. Счастье, любимый, счастье, радостью быть друг другу. Я в глазах Твоих растворяюсь, в Твоих мыслях, словах и звуках, обо всем вокруг забываюсь, воедино с Тобой сливаюсь. Мы отныне с Тобой неразлучны и на миг неразделимы. О, мой добрый, нежный, ранимый, Ты навеки мой самый любимый. Не исчезай, во мне Ты навек, во мне Ты навек. не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься Ты вновь через тысячу лет, но все горит Твоя свеча. Не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай, исчезнуть
Прощай или невзначай, есть тысячи ламп, и у каждой есть тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, Не исчезай, в нас чистота. в нас чистота. Не исчезай, Даже если подступит край, ведь все равно, даже если исчезнут сам, я исчезнуть тебе не дам. Не исчезай, не исчезай, не исчезай. Счастье – это когда тебя понимают. Известная фраза, но мало кто знает продолжение этих слов Конфуция. Настоящее счастье, когда тебя любят, а полное счастье, когда любишь ты. Дорожите любовью, люди, без нее слишком пусто жить. Как без неба луны не будет, так без веры любви не быть. Не молчите о самом важном. Доверяйте мечты тому, кто для вас миром стал однажды. На рассвете не ждите тьму. Не теряйте любовь в обидах, отключите гордыню, злость. Если чувства уйдут из виду, заживете со счастьем врозь. Уступайте друг другу чаще. Кто-то должен мудрее быть. Станут чувства намного слаще, если будете их ценить. Берегите друг друга, люди. Боль потери не лечит хмель. Мы — художники наших судеб. Мы и кисти, и акварель. Относитесь к любви как к кладу, чтоб потом не рыдать ей вслед. Без любви ничего не надо. Без любви ничего и нет. Дорогие друзья, на этом мы ставим точку в нашей программе. Я хочу сказать, что сегодня прозвучали стихи и песни на стихи Надежды Баталовой, Андрея Кудринина, Надежды Прохоровой и Лены Федоровой. Мы благодарим вас за внимание и желаем всем счастья, любви и радости. Друзья, я немножко еще займу ваше внимание. Наши выступающие представляли здесь еще наше общественное движение за возрождение культурных традиций русского народа, русский мир. И я, как член Совета, и наши артисты, как члены Совета, здесь дали концерт, который, конечно же, был посвящен вечным ценностям любви, служения. И вот буквально я, что называется, с корабля на бал сегодня вернулась из Москвы, из форума, международного форума, посвященному столетию со дня образования по благословению Алексия II Союза православных женщин. Этот союз сейчас стал международным. Я здесь вижу, вот среди вас тоже в основном женщины. Кто не как женщины могли на своих хрупких плечах провести все тяготы богоборческой власти. Алексий II, когда стали из храмов выносить иконы, отбирать храмы, разрешать служить священникам не на что было жить, кормить своих детей, и тогда Алексий II благословил русских женщин стать на защиту наших православных ценностей. И женщины организовали свои так называемые общества, приходские общества. Они взяли на себя попечение, довольство, что ли, вот, наших священников.
Вот эти 100 лет как раз мы в Москве и отмечали. На этом мероприятии были православные женщины из Турции, Сирии, Приднестровья. С Украины не смогли приехать, потому что на Украине приняли закон о том, что если они приедут в нашу Россию, то они сразу же на них могут сразу нести уголовное дело.